Испытано на себе. Друзья, это проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. И сегодня у нас будет внедорожный выпуск. С открытием внедорожного сезона было решено провести такое небольшое мини-соревнование Trophy Raid. И сегодня мы будем расставлять точки. А завтра будут уже сами соревнования небольшие. И самая главная задача — это расставить по координатам точки, дать легенду участникам. Вот, думали, на чем ехать. И вот Байкал выручил, предоставили вездеход для того, чтобы все было комфортно и оперативно. Вот, был еще план ехать на Джимни, но там на хабах не хватает болтов, поэтому все мы сейчас вчетвером загрузимся в этот вездеход и поедем вперед на расставление точек. Там резине стыковой будет тяжко. Очень скользковато. У нас первая самая точка. Ставим ее вот на озере. Здесь, ух ты, тут спортинг играет. Так. Мы сегодня расставляем 9 мая, поэтому все точки будут связаны с Днем Победы. Где у тебя марка точка? Эй, кнопка. Точку можно назвать Липецк. Вот и название точки подъехало, да? Липецк. Пока так. Ну, Липецк по-английски, да? Да. А мы еще нашли Липецк 45. Ну, это хорошее начало. Знак. Для наших точек. Хороший Да. знак. Хороший знак. Да, ну это стандартно, градусы, минуты. Ага. И сотые последние округляются и Все, все. тогда приняли. Значит, сюда приходит участник, а точка будет вон там. И им надо будет в радиусе, сколько ты делаешь? Ну, где-то 10-15 метров, где-то 10-15 метров. Нужно найти георгиевскую ленту и сфотографировать с ней. Да, то есть это будет не классическая точка с цифрами, как обычно это бывает. Да? Это будет ленточка, либо нарисована баллоном, краской, если это, допустим, камень или какой-то объект, на который сложно привязать. Ну, всё, поехали дальше. Эмоции, конечно, как сказать, ожидаемые. То есть едешь, сидишь спокойно, рулишь, машина идет. Сейчас оттайка очень практически ее нету, внизу лед, поэтому одни положительные эмоции. Просто едешь, отдыхаешь. Так, вот еще одна точка. Здесь землянка. Землянка. Там никого нет? Землянка. Вот такая вот в лесу. Да. Говорят, здесь раньше жил отшельник. Вот его пиджак малиновый. Марля, комаров, кастрюльки, печки. Что там, что там? Камера. Тише. Что там идет? Ну что, бегает? Он красиво сидел очень. Бурундук. Вот. О, убежал уже. Вот. А, вот. Вижу. Опа.
Вот он побежал. Вот. Вот он, вот. Здесь. И надо будет здесь проехать. Да. Боишься? Джиперы, да? Джиперы? Маньяки. Все, продаю мотоцикл. Очередная точка. Здесь у нас нам будет перейти и сделать переправу через реку. Куда ты, Серега, побежал? Но. Течение. Зачем ты так пошел? Знаю. Ты что-то это? Но... Бесстрашные парни. Совсем бесстрашно. Как тут вообще ехать? Сюда ехать? Вот сюда. 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 Потому что диски... диски режут. А нас на льду не снесет с этим течением? Мне кажется, нет. Мы же плаваем. У нас же, дальше не унесет, да? Там насколько промыто. Опа! Свежий воздух. Да. Правее. Так, теперь аккуратненько налево. Да, вроде нет. Переправа. Опа. И Давай. Есть. Давай повторим. Не понравилось. Еще хочу. Еще хочу.
нас палас. Так, ставим точку. Как называешь ее? Она закончилась, да? Название? Что, скорее всего, мы поменяем местами. А, вот это будет переправа через Днепр. А там будет, не знаю, там какая-нибудь... У нас еще больше ручьев не будет, будет еще один. Тот момент, когда не выбираешь, просто едешь прямо, да? Точно? Я бы на Джиминге сюда не поехал. Ну да. Наверное, будет момент, когда мы поплывем. Горячая пошла. У нас тут хамам и закрывай дверь. Сильно газанул, да? На вентилятор накидала. Хорошо, ты в вейтерсах, да? Прям штанишки губы. Да, почти плыли, да? Да. Оказалось, что вы что-то у нас спрашивали. Че, плывем, да? Почти до порога вода. Плывем, да? Плывем, но почти до порога воды. Нормально. Ну-ка, зайди-ка это, перевешивает. Плывем, что ли? Да, плывем. Мы плывем. Да, ну это странно. Это, короче, пол моется автоматически. Накидывает, да, получается? Да. Ничего себе там. Это сколько метров? Метр точно есть? Порог, да, вот походы потом, когда остановимся. Но по порог. Порог. Так, тут что? Так же прямо? Ну да. Или право поехать? А, ладно. Да, вот такая вот вода. Конечно, грязи мало, ну, там, где можно застрять, но очень большое количество воды. Такая специфика этого времени майского. С хлебом, печеным пластами. Да, прямо кушать хочется. Сейчас на глушитель попадает вода.
такой аромат. Так, вот сейчас мы смотрим, какой был. Ну, вода где-то вот так бывает. Но... Порог. Ну, учитывая там волны, ну, вот чуть-чуть ниже. Ну, это порога. метр, да? Ну, Или метр, нет? Метр, ну, блин, 80 точно сантиметров. Но... Ну, мне как бы под это. Но это еще он, наверное, плыл. Там еще, наверное, глубже, по идее. И можно было еще Ну, он не подкопаться. совсем плыл, но он уже хотел всплыть, катался уже. Уже качался, по крайней мере. Манипулятор был. Лебедка? А она даже в воду-то не попала. Чуть чисто вам. Он, наверное, вот так вот. Ну там это гидроизоляция же. Так, ну что, давайте. Испытано на себе. Лучше зарядку поставить. У него трубка на выхлопную ставится. Надевается на выхлопную. Да, надеваешь на выхлопную, но накачиваешь. На одну закроешь, я пойду погуляй. Окей. Ты куда? Ушел в лес, но обещал вернуться. Ушел в себя. Так, здесь мы сделали точку Тула. Honda танки делали, и Маха не помню. Чтобы ее взять, надо посмотреть наверх. Да, мы сейчас подъезжаем к финальной точке маршрута. Это озеро Багадал. Тут у нас уже финальная точка. И по задумке последняя точка будет называться Рейхстаг. И поэтому она должна быть наверху. Сейчас там вот Сергей ищет место, чтобы можно было подъехать. Место должно быть видное? Флаг. Или... Он должен заехать. Ну, короче, около чтобы флага сфотографировать. с дороги должно быть видно. Ну, в том числе. Ну, точка-то будет. GPS. Координат. А, можно пешком взять? Последнюю точку пешком можно взять, да? Ну, я думаю, так сделать, да. Ну так, в общем, придумали. Значит, здесь, не здесь, а вон там, на самом верху, Это знание. будет висеть знамя. И сразу, Я думаю, кто да, там увидит, во-первых. Никто да. не увидит. Никого тут и не будет, скорее всего. И нужно сфотографироваться всей командой. То есть под конец соревнований весь экипаж выходит из машины и поднимается аж вон туда. Мне кажется, даже ленты не надо. Просто флаг со знаменем. В принципе, да. И все. И там как бы без разницы будет. Испытано на себе. Обратно мы поехали по другому пути. Нам удалось немного сократить медленные лесные участки, но тем не менее примерно половину пути мы прошли по тому же треку и вернулись к лагерю уже затемно.
Спускаемся жестко. С камеры, да? Пища богов, да? Заранен, конечно. Тысяча. Ходус. Там держитесь, да? Держитесь, нет? Спуск. Так, а потом бам-бам-бам сюда. Так, мы подъезжаем к самой первой точке, к старту завтрашних небольших соревнований. И за рулем вездехода я провел 12 часов. Вот, расставляли точки и, соответственно, сейчас будем располагаться в лагерь, отдыхать. И завтра будем ждать участников. Надо сказать, что достаточно, можно быстро адаптироваться, да, мне кажется, к этому такой переломной раме. У меня где-то, наверное, часа 2, наверное, на это ушло, чтобы более-менее как-то габариты ощущать. Сейчас уже знаешь, как идет, как себя ведет вездеход. Но все равно это такой начальный этап, потому что все должно наверстываться с опытом. Если в ту сторону мы ехали, я вообще держался конкретно, не знал, что ждать. Все-таки управляемость немного другая, чем на автомобиле. Но сейчас уже более-менее нормально могу вот одновременно говорить и рулить. Очень серьезный спуск сейчас на самом деле. Я иду на первый селектор автоматической коробки передач у меня включен на единичку. И практически машина тормозит двигателем. Я иногда лишь, если она сильно разгоняется, помогаю тормозом. Вот. Сегодня с утра это было что-то такое, нечто страшное. Сейчас я закачусь как домой. Вообще реально. Заезд в гараж. Мы сегодня здесь, чтобы вы понимали, думали, залезем мы сюда или нет. Сейчас прям как в ворота заехали. И вот этот, да, овраг такой был страшный. Казалось. Вот, габариты. Ночью еще и плохо не видно. Кстати, фары очень хорошо горят. Кстати, да. Вот это дальний. Так. Нет, Вот ближний. вот ближний. Правильно. Так, прямо сюда станем или кто-то уезжает? Уезжает, да? Значит, сегодня мы испытаем на себе кунг. Вот спокойно можно, вроде бы как получается 2 места. Даже если Поперечных нету, можно поперечный по идее можно больше. придумать. Вообще вот так вот. Не, у них есть, по-моему, да, такая. Я видел, они ездили когда по Байкалу. То есть, в принципе, вот на 2 человек спокойно. Такая вот Я хорошо, что с этой стороны. мини-комната.
Испытано на себе. На следующий день начали подъезжать участники открытия внедорожного сезона. Мы же, собрав спальники и позавтракав, приняли решение выехать немного раньше на какую-нибудь интересную точку, чтобы посмотреть, как ее будут преодолевать машины. Если на сильном бездорожье у вездехода есть преимущество в прохождении препятствий, то на прямых ровных участках вездеход проигрывает автомобилям в скорости. То есть при одновременном старте мы бы, скорее всего, отстали бы сильно от машин. Вы как будто просто из города выехали и участвуете, что ли? С детьми, да? С работы? Я меня с работы муж забрал. Да, вот.
не в сапогах. С чувством выполненной задачи, а именно в помощь в расставлении точек, мы решили прокатиться по закольцованному маршруту через озеро Чабода. Забегая вперед, хотелось бы отметить, что только там мы нашли более-менее грязный участок дороги. По пути мы встретили знакомых, которые в этой колее сели на мосты и пытались выбраться с помощью ручной лебедки. Распаковав нашу чистенькую лебедку, через блок мы начали процесс вызволения машины из грязевого плена. Заморали. Тросик заморали-то. Как правильно наматывается лебедка? Так идет слоями. Наматывает профессиональный штурман, чемпион республики. Вот, что себе, профи.
направились в лагерь, куда уже совсем скоро приехали все участники открытия, и состоялась церемония награждения победителей. Испытано на себе.